До 30-х годов XX века распространенным видом женского рукоделия было ткачество. На ткацком стане вырабатывали и белый холст, и яркую пестрядь для сарафанов, и грубую мешковину, и сукно для верхней одежды. Материалом служили лен и конопля. А сколько же нужно было переделать работы от посева льна и конопли до получения нити. Чтобы получить сукно, в нити добавляли овечью шерсть. Здесь представлен половик, по коме звучит джорджера, домотканный, который, конечно, встречался повсеместно в России. И каждую коме деревенскую избу украшали такие домотканные половики. Половик представляет из собой грубую ткань, вытканную из полосок лоскутов на льняной или хлопчатобумажной основе. На половике чередуются полосы шириной 10-20 см разного цвета, которые разделены между собой белыми и черными полосами. Половики, сотканные коми женщинами, отличались цветовой насыщенностью. Каждая мастерица выбирала свою излюбленную цветовую гамму. И, конечно же, половик нес в себе некую функцию оберега. В каждом доме перед дверью стелили половик, оберегая дом и домочадцев от недоброжелателей. Ткут половики и сейчас, это очень модно и актуально. И современные мастерицы уже используют яркие цвета и разнообразные узоры. В нашем центре коми-культуры имени Бориса Федотовича Шахова представлен такой старинный ткацкий стан, который нам привезли из Прилузского района. Мы приглашаем вас в наш центр коми-культуры имени Бориса Федотовича Шахова и с удовольствием расскажем про экспонаты, которые представлены в нашей экспозиции. Дорогие друзья, я бы хотел рассказать о национальной одежде, в котором ходили еще наши деды. Вот эту одежду, которая на меня одета, называется чоха ахалухи. Что это значит? Чоха – это платье, вот, которое бордовый здесь сверху на меня. Это кахетинское, княжеское, праздничное, потому что кроме черного цвета они все являются праздничными одеждами. Их не каждый день одевали наши князья. Вышито ручную. И каждый узор имеет свое значение. Потому что у нас в Грузии есть и свани, и хевсури, и пшави, и меретинцы. Каждый должен был как-то отличиться друг от друга. Кинджал, и ремень, и вот все эта атрибутика, это называется ахалухи. Чоха ахалухи. И здесь тоже вот на каждом из этих украшений, так называемых, и здесь, например, нарисованы волчьи головы, это кахетинские. Это и флаг, на флаге у нас с старых времен был волчья голова.
кинжалы, они были и большие, и маленькие. Ну, основное все грузины носили, подчеркивало его состояние. Состояние, чем дороже было, как говорится, украшениями усыпанное кинжалы, значит, это был достойный князь. Сегодня особое внимание хотел бы уделить головным уборам. Ну, вы, наверное, помните из кинофильма «Мимино», где наш уважаемый Вахтанг Кикабидзе носил такой аэродром. Это тоже черта грузинов. И все узнали, раз идет человек с аэродромом, это грузин. А я бы хотел вам рассказать на головных уборах, которые носили наши деды. И сегодняшний день тоже они носятся в Грузии. Особенно старики очень уважительно относятся к головному убору. И вот эта шапка тоже княжеская, праздничий. В Грузии его говорят как набдискуди. Она сделана из чисто овечьей шерсти. Такие шапки только носили князья. В Грузии разные головные уборы. Каждый подчеркивает свое происхождение своими шапками. В Хевсуре они носят вязаные шапки, которые с 4 сторон связаны как бы крестиками. А пшави, это горцы тоже, ну, они носят из бараньей шкуры, она очень практична для них. И нусванский, это тоже из овечьей шерсти сделано, и он одевается только в летнее время, конечно. А пшавский, он в любое время они одевают. Особенно в Грузии это принято говорить, так что это мецхуарис куди. Это как бы для пастухов эта шапка. Кто называет его эмеретинским, кто называет сванским. Также есть бегрельские хабалахи. Хабалахи он просто одевается на себя. И так там в субтропиках очень много и сильно эти дожди и ветра. Они всегда и завязываются, как говорится, вокруг шеи. По головному убору можно определить любого человека, с какого района или с какого уголка. Это будет Имерети, это будет Кахети, это будет Свани, Хевсури, Пшави. Так что узнать это очень просто, когда знает человек. Я уже почти 47 лет живу в Республике Коми. Республика Коми это стала моей второй родиной. Республика Коми это родина моих внуков и моих детей. Я люблю эту прекрасную землю. Большим уважением относимся к Коми народу и этой прекрасной земли, которая нас обогрела, и по сегодняшний день продолжаем жить как на своем историческом родине. Семья – малая церковь. Так в Уссильме русские староверы говорили об устройстве своего дома. Дом без икон сравнивали с нежилым помещением. Иконы размещались в каждой комнате, но было главное место, где устанавливали основную главную божницу. 50 лет назад я приехала в Уссильму к своей подруге. В дом ее дедушки и бабушки, Тороповых Якова Тимофеевича и Феклинии Меркурьевны. Они были очень набожными. Просыпаясь по утрам, мы заставали их всегда за молитвой. Эта книга передана нам вот моей подругой Любовь Ивановной Носовой, а ей она досталась от дедушки. И она бережно-бережно хранится. В этой книге собраны молитвы, по которым молились дед и бабы, и предки их, строго по правилам. Стояли ровно нога к ноге, не переминались, не переступали. Твердой рукой наносили крест лоб, пуп и плечи. То есть здесь соблюдались все каноны. Эта книга являлась также
семейным календарем. В нее заносились даты основных праздников, даты рождения членов семьи, даты ухода из жизни. Так что здесь вот можно было на полях все это отсмотреть, проследить, то есть не забывать. Эта книга очень ценна и дорога нам, как память о наших предках. А сейчас я вам расскажу о реликвиях, таких как крест. Их существовало несколько видов. Вот такой маленький крестик одевался подросткам. Нательный это крестик. Уже более взрослые мужчины носили вот такой крест. А по особым случаям поверх рубахи одевали мужчины вот такой крест на широкой цепи. Цепи были разные и имели свое название. По количеству колец они назывались 4-колечные, 5-колечные, 6- и 7-колечные были. Вот такие серебряные цепи. Женщины тоже носили, у них был немножечко другой крест, одевали 2-3 цепочки, но самое главное, что они крест прятали под сарафан. То есть, если мужчины сверху рубахи носили, то женщины этого не показывали креста. И обязательно надевали на себя тоненькую цепочку, и на ней был узелок. Узелок как оберег был. Ворот рубахи застегивался на серебряные пуговицы или же запонки. Запонки тоже были очень интересные. Вот я вам показываю серебряные запонки. Маленькая была сверху, большая была снизу, по 2 пуговички. Сейчас это заменено пуговицами, а вот тогда это было такое украшение. Эти украшения обычно делались из серебра или бронзы. Золотых изделий тогда не было. Вот такие реликвии, как книги, цепи, запонки, мы все время используем. Что-то хранится у нас дома, а что-то, как цепи, запонки, кресты, мы используем, носим, сохраняем память наших предков и передаем их нашим детям, внукам. Я надеюсь, что это сохранится на долгие-долгие годы. Костюм – это частичка народной души. Я буду рассказывать о рубашке вышиванки, которую получил по наследству от своего отца Еремчука Ивана Григорьевича. Этой рубашке уже более 70 лет. Вышивка данной рубашки вручную произведена. Вышивалась прямо на ткани. С каждого района Украины была своя вышивка, свои цвета нитей, которые вышивалась. Воротник здесь закругленный, тоже с вышивкой. Застегивалась такими тесьмой или шнурками, которые оканчивались бубенцами. И края рукавов оформлены вышивкой. Вместо пуговиц здесь использовались вот такие завязки.
Несмотря на то, что я родился, вырос здесь, в Ухте, я всем сердцем люблю украинскую природу, украинские песни, украинские стихи, рассказы и танцы. И мне очень дорого память о своих родителях, которые здесь, в Ухте, участвовали в строительстве города. И память о них я сохраняю через эти маленькие ценные вещи. Многие инструменты разных национальностей между собой похожи. Называются, конечно, на своем языке, но это свистульки, трещоточки, такое как ручеек от зельзоль напомнит. Вот. Мы в своем репертуаре используем многие инструменты: колокольчики, звоночки интересные, и глиняные игрушки, деревянных много, берестяных, трещоточки, чипсаны, пыляны побольше. Вот трещотка у нас, вот это по-барабан. Здесь разное звучание, потому что, вот видите, и толще доска, тоньше, и еще тоньше. То есть 3 ноточки всего лишь. Стукалочкой бьем, получается разный звук. А вот это рубель, как стиральная доска. Мы в своем репертуаре используем многие вот эти инструменты, потому что в разных национальностях, у разных народов они схожи. Сейчас я вам сыграю с помощниками. Козіє, козіє, ми солала, не не переда, не переда, да пески Керала. Вот такие чудесные инструменты. Инструмент, который находится у меня в руках, называется ут. Это армянский народный музыкальный инструмент. Этот инструмент я привез из Еревана, который мне подарил мой хороший друг, очень довольно знаменитый музыкант, мастер по изготовлению музыкальных инструментов, реставратор Андрей Садоян. Этот инструмент он подарил нашему музею армянской общины города Ухты для обогащения культуры проживающих на территории Ухты и Республики Коми армян. Сам инструмент состоит из 3 частей: из корпуса в виде груши, короткого звездодового грифа и головки, и, соответственно, струны. Струны уда изготавливали из шелковой нити, особого капрона или фишек барана. В разных странах при изготовлении уда количество струн подобрали по-разному. Например, в арабских странах они достигают от 2 до 13 струн. В нашем армянском варианте изготавливали 11 струн. Ут как сольный, так и ансамблевый инструмент.
Испокон веков немецкие женщины украшали свои жилища предметами вышивки. И сегодня я вам расскажу о наволочке на подушку. Эта наволочка передана в наш музей в 2009 году. Передала ее Урсу Раиса Дмитриевна, а вышивку сделала ее мама. Наволочка выполнена из белой бязи, вышивка на ней выполнена гладью, нитками мулине. На наволочке вышито немецкое изречение «In Freud nicht jubeln, im Leid nicht klagen», что в переводе означает «в счастье не радуйся, в горечи не расстраивайся». Этот предмет, старинная кофемолка, находится в фонде Музея истории и культуры российских немцев в нашем городе. На сегодня кофемолка находится в рабочем состоянии. Она была передана потомками семьи портных. Кофемолка является прародительницей обычной ступки и пестика. К работе допускались мужчины, потому что эта работа считалась требующей усилий. Подобные кофемолки производились в Германии с конца XIX века по XX. Вот такие интересные предметы находятся в нашем музее, об истории которых можно узнать, когда придете к нам в гости в Центр немецкой культуры. Урсулемочки очень любили головные платки. Когда рождалась девочка, то ей сразу же при крещении крестная мать дарила платочек, крестик нательный и поясок. Девочки, которые постарше были, по 16-17 лет, им платки давали простые такие, без кистей, среднего размера. Ну, из шелка там, из полушерсти. А взрослые женщины, они любили наряжаться. Нарядные у них были платки больших и средних размеров, которые назывались платы. Самый дорогой плат был репсовый. Репсовые платы назывались по особому плетению ниток в платке. С лицевой стороны они бы как бы были мелким рубчиком вытканы. Расцветки были в основном сине-оранжевые, зелено-желтые, зелено-красные, таких ярких расцветок. Репсовые платы одевались по большим праздникам и в люди. Вот в руках у меня вот такой репсовый платок. Посмотрите, как переливаются его нити, его цвета. Репсовые платки никогда не стирали. Их только летом вывешивали на выветривание, как называли они. И такие платки могли позволить себе только богатые люди. В руках у меня вот еще один платок, уникальный, конопатный. Такие платки были очень-очень редкие в семьях урсулемов.
потому что они стоили очень-очень дорого. Они были сделаны из тканей, вышитые с золотыми нитками. Невеста, когда выходила замуж, то на второй день ей голову повязывали таким платком. Ну и только самый большой выход это был в таком платке, женщины ходили на горку. Горка – это грандиозное гуляние у Сцелемов на Петров день. На горку собирались все от мала до велика, шли по улицам с песнями, в самых богатых нарядах. И про них говорили, что идет боярыня по улице, и золотом блестят ее наряды. Вот такие платы есть в наших коллекциях, в сундуках наших бабушек. Мы их не носим повседневно, потому что они очень, так сказать, древние. И чтобы они не потеряли свой первоначальный вид, мы просто достаем их и любуемся ими.